Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент». С вами Вера Макарова. Сегодня у нас в студии начальник Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, полковник полиции Александр Сергеевич Горбунов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Александр Сергеевич Горбунов – коренной якутянин. Родился в 1967 году в Якутске. В 1987 году демобилизовался из рядов вооруженных сил, службу проходил в Туркменистане. Окончил в 1989 году Выборгское авиационно-техническое училище гражданской авиации. Также за плечами Александра Горбунова Московский юридический институт МВД России и выпуск Федерального кадрового резерва Академии управления МВД России. В органах внутренних дел с 1990 года. Начинал свою службу в милиции с должности милиционера линейного пункта милиции в аэропорту Маган. За долголетнюю добросовестную службу Александр Горбунов награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, ведомственными медалями за отличие в службе 3 степеней. Заслуженный юрист Республики Саха-Якутия. Для начала коротко ознакомьте с обязанностями и задачами транспортной полиции. Где ваши подразделения находятся? В первую очередь в обязанности транспортной полиции входит это охрана общественного порядка, выявление и раскрытие преступлений на объектах транспортного комплекса, в 2 субъектах Российской Федерации. Это Чукотский автономный округ и Республика Саха-Якутия. Само Северо-Восточное линейное управление дислоцируется непосредственно в городе Якутске, а линейные подразделения представлены в 2 этих субъектах Российской Федерации. Вот недавно ваше управление подводило итоги первого полугодия за этот 2017 год. И сколько преступлений зарегистрировано на объектах транспортной инфраструктуры? Если проводить анализ по данному вопросу, я вам скажу, что за последних несколько лет каких-то серьезных скачков, увеличений или снижений поставленных на учет преступлений в Северо-Восточном линейном управлении нету. Ситуация постоянно находится под контролем. И в этом году, в 2017-м, первое полугодие не исключение. Количество преступлений, поставленных на учет, равняется 228 преступлениям, что, в принципе, однозначно прошлому году. В прошлом году такая же цифра была, да. Почти такая же цифра была, да? А вот какие преступления преобладают на транспорте? Совершают какие? Все преступления, которые представлены сегодня территориальными органами, такие же преступления совершаются и на транспорте. Это и преступления по экономической направленности, коррупционной составляющей, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, наркотиков, преступления, связанные с биоресурсами, общеуголовные преступления, такие как кражи, грабежи, все то же самое. Хотел бы отметить, что более 50% преступлений, поставленных на учет в управлении, они выявлены инициативным путем непосредственно сотрудниками подразделения. А вот есть такое, что преобладает прям такой вид преступления? Большой удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в управлении. Причем я хочу сказать, что преступления достаточно серьезные и тяжкие. В этом году, в первом полугодии, мы закончили уголовные дела, по которым проходили 2 организованные преступные группы, которые занимались завозом и распространением наркотических средств в Республике Саха-Якутия. Участники данных организованных преступных групп все практически жители других субъектов Российской Федерации. Преступления были нами задокументированы, и на сегодняшний день уголовные дела находятся уже в суде. А где их поймали? Проводился целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Одна группа была задержана непосредственно на железнодорожном вокзале в городе Нерюнгри. Остальные участники данной группы были задержаны в городе Якутске. А допущены ли тяжкие преступления против личности, как убийство и как нанесение тяжкого вреда здоровью? Нет, в этом плане хотел бы сказать, что с нашими сотрудниками не допущено тяжких преступлений против личности в первом полугодии 2017 года. Не стоит на учете ни одного преступления, связанного с убийством, изнасилованием, тяжкого вреда здоровью. И по итогам прошлого года та же самая, картина была? По итогам прошлого года у нас было поставлено на учет одно преступление, связанное непосредственно с тяжкими телесными повреждениями. А какова раскрываемость преступлений? Тут хотел бы сказать, что сотрудники Северо-Восточного линейного управления сработали в первом полугодии достаточно очень неплохо. Общий процент раскрываемости по управлению составляет 93%. Но я бы хотел обратить внимание, что по таким преступлениям, как кражи, все профессионалы, сотрудники знают, что это преступление, которое раскрывается сложнее всего. По таким видам преступлений у нас процент раскрываемости достигает 80%. А были ли кражи в самолетах или в аэропортах? Конечно, это, так скажем, для нас это нормальное явление. Совершаются данные преступления как в аэропортах, так и на воздушных судах, на речных судах.
Значит, ну, работа оперативных сотрудников в том заключается, чтобы данные преступления раскрывать. Ну, наверное, не так уж и много. Ну, по сравнению с прошлыми годами, знаете, когда я начинал службу, это был просто огромный вал таких преступлений, заявлений. Сегодня, конечно, их на порядок меньше, но они совершаются, и мы стараемся их раскрывать. А сколько выявлено административных правонарушений и в основном какие? Значит, за первое полугодие всего по управлению поставлено на учет 4,5 тысячи административных правонарушений. Значит, ну, к сожалению, хотел бы констатировать факт того, что увеличился рост административных правонарушений, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, хотя вот у нас в республике проводится достаточно очень серьезная работа по этому вопросу, но факт остается фактом. Это нас как бы немножко тревожит. И увеличилось количество правонарушений административных, совершенных непосредственно лицами иностранными гражданами и лиц без гражданства. Вопросы связаны с миграционной политикой. А те, которые вот в состоянии алкогольного опьянения, они вот прямо вот в самолетах, что ли, или как? Нет. Или просто появление в общественных местах. Это могут быть и железнодорожные вокзалы, аэропорты, речные порты. Нет, вопрос с распития алкоголя у нас на объектах транспорта, он категорически запрещен. А как проводится работа по выявлению контрафактной алкогольной продукции? Ну, вот в этом вопросе как бы особо похвастаться не могу. В первом полугодии 2017 года нами поставлено на учет 3 уголовных дела по данному направлению деятельности. Из незаконного оборота изъято более 20 тысяч бутылок алкогольной продукции. Откуда возят? Уголовные дела возбуждены, значит, в Якутске и в Нерюнгри. Основной массив, значит, данной алкогольной продукции поступает железнодорожным транспортом и идет из центральных регионов России. Но вот буквально на совещании по первому полугодию мы в решение совещания внесли, значит, одним из пунктов совместно с сотрудниками МВД Республики проработать более детально данный вопрос и все силы и средства, значит, направить на выявление данных правонарушений непосредственно на объектах транспортного комплекса республики. Потому что все прекрасно понимаете, что данная продукция в основном в период навигации на севера заводится речным транспортом. Поэтому эта работа будет нами сейчас проводиться более детально. Так как мы говорим об итогах первого полугодия, да, были ли выявлены вот во время досмотра люди, находящиеся в федеральном розыске или в Да, конечно, розыске? конечно. Эта цифра у нас тоже зафиксирована. В общем, за первое полугодие было задержано 25 человек. Из них 21 находился в федеральном розыске, 4 в местном розыске. Это все было отработано сотрудниками непосредственно досмотровых служб с применением непосредственно нашей профессиональной техники. Вот продолжаю тему про пьяную это преступность. Да? А на самолетах там пьяные дебоширы у нас. Ну, бывали? уголовных дел у нас пока в производстве таких нет и не было в первом полугодии, но факты были. Значит, мы, В прошлом году, по-моему, были. факты да, были в прошлом году, в этом году были тоже как бы жалобы и замечания от пассажиров, но там все заканчивалось административным правонарушением. Про беспорядки вот на паромной переправе, это вашей транспортной политики как-то касается или нет? Мы совместно с нашими коллегами из МВД Республики проводим комплекс мероприятий для того, чтобы там все вопросы решались законным путем и как положено. Но, к сожалению, не все зависит от непосредственно сотрудников МВД и от нас. В первую очередь там необходимо муниципальным службам организовать порядок на этих паромных переправах. А все, что касается охраны общественного порядка, делается и нами, и территориальными органами. Напоследок, вот нашим телезрителям, что бы вы хотели сказать в целях профилактики или предупреждения? Ну, во-первых, хотел бы всем пожелать, кто в пути, кто прибывает или убывает, хорошего настроения, удачи именно непосредственно в процессе движения. Ну и будьте бдительны. Александр Сергеевич, спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо вам. Напомню, что сегодня у нас в гостях был начальник Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, полковник полиции Александр Горбунов. До следующей встречи.